Волонтерское движение в Нерюнгринском районе продолжает набирать обороты. Все больше и больше нерюнгринцев вдохновляются идеями добра, служения людям и милосердия. И все чаще такие люди объединяются в различные движения и организации. С первых дней специальной военной операции волонтерские движения Нерюнгринского района ведут активную работу по поддержке земляков, находящихся в зоне боевых действий. На регулярной основе ведется сбор и отправка гуманитарных грузов в зону СВО. Гуманитарный груз, который отправляется в зону проведения специальной военной операции землякам, начинает свой долгий путь вот в таких штабах волонтерских организаций. Это штаб организации «Зов Севера», которая ведет свою работу по поддержке земляков на СВО уже не первый год. Уже очень хорошо отлажена логистика, и сюда, на этот склад, стекается гуманитарная помощь со всего района. Это и предприятия, это и неравнодушные граждане, которые покупают и продукты питания, и лекарственные препараты, и одежду, и окопные свечи сюда несут, и маскировочные сети. Также принимаются к отправке и персональные посылки, которые своим сыновьям, отцам, братьям присылают, хотят отправить нерюнгринцы, чтобы порадовать ребят, которые находятся в зоне специальной военной операции. В первых числах февраля волонтерским движением «Зов Севера» из Нерюнгри была отправлена очередная партия гуманитарного груза. Предприятия и жители всего района собрали более 8 тонн всего необходимого землякам, находящимся в зоне специальной военной операции. Идет активная погрузка. Дело в том, что 8 тонн, которые пришли в Ростов-на-Дону, отправятся по двум направлениям. Одна машина поедет сразу в Новоазовск, на опорный пункт, откуда уже груз будет распределен по направлению. А вторую половину будем развозить мы вместе с волонтерами «Зов Севера», волонтерами Нерюнгринского района. На складе в Ростове груз оперативно распределен по направлениям ближайших поездок. Мы разгружаем груз, который мы сегодня встретили, гуманитарный. Это у нас идут направления именно госпитали, медбаты, наши медвзводы. Здесь у нас лекарственные препараты, оборудование, одежда, в том числе и медицинская одежда, и одежда для раненых наших бойцов, и многое другое, то, что запрашивали наши военные медики. Вот все у нас пойдет по направлениям, именно по заявкам отрабатываем. По маршруту поедем уже завтра. Первым пунктом стал медицинский батальон, дислоцированный в городе Донецк. Там несет службу наш земляк, нерюнгринец. И по его заявке был собран и доставлен груз всего самого необходимого для батальона на данный момент. Дорогие друзья, мы приехали в медвзвод ДНР к нашему земляку, нерюнгринцу. Привезли запрашиваемую помощь, это лекарственные препараты. Тут мы привезли еще отдельно коробка со «Спасибо» военным медикам от медиков ДЦП-центра города Нерюнгри. Здесь у нас также детские сады собирали. Вам приветики небольшие. Мы передали письма, передали вкусняшки и лекарственные препараты, что очень важно. Передала первая помощь нам жгуты, ПППИ, повязки. Бывает и такое, что централизованное снабжение по тем или иным причинам задерживается, и в такие моменты волонтерская помощь приходится как никогда кстати. Вот здесь вот на складе все волонтерское. Все приходит. Ну, самим иногда приходится искать где-то. Вся гражданская инфраструктура Донецка перепрофилирована под военные госпитали для оказания оперативной медицинской помощи раненым бойцам и пострадавшим в результате обстрелов мирным жителям. Среди гуманитарного груза из Нерюнгринского района медикаменты и препараты и для 24-го госпиталя города Донецк. За время СВО нас очень много и часто получали волонтеры. Работа с волонтерами очень важна. Потому что, особенно в начале СВО, когда был сумбур, когда не хватало много медикаментов, перевязочного, волонтеры вытащили на себе функцию снабжения лечебных учреждений. И сейчас уже точечно все равно бывают потребности, которые волонтеры могут очень быстро закрывать.
очень оперативно работать, и уже за эти 2 года складываются не просто формальные отношения, да, а дружеские, вот, какие совершенно новые формы общения между медиками и волонтерами. То есть мы одна команда и работаем все на общую победу. К слову, 24-й госпиталь Донецка находится, что называется, на переднем крае, куда раненых и пострадавших везут в первую очередь для оказания неотложной помощи. Больница открыта на 90 коек. Да, на 90 коек это на раненых, и 10% из них, в общем, разрешается на мирного населения ложить. Наплывы большие. Первичная помощь оказывается непосредственно в травмпункте. Я вам тоже его покажу. То есть вот этот наш фронт весь, то есть Невельская, Марьинка, это все везется сразу, то есть передовой, моментально, еще эвакуацией, без обработки сразу везется сюда. То есть мы считаемся как пункт сортировки первичной. То есть первую помощь там мало кто оказывает. Ребята без жгутов, в лучшем случае со жгутами, если это сразу, ну, если точнее раненый лежит больше 12 часов, и такое бывает, потому что эвакуация не срочная. Беспилотники и все остальное не дают зачастую ребятам просто вот выбраться, не дают работать эвакуации. Тогда пациентов привозят уже сюда в разном состоянии, мы первично ставим диагнозы, если это травма, то есть непосредственно наш профиль, военнослужащих мы госпитализируем. Точно так у нас есть резерв, это весь 2-й этаж. Ну, основное количество здесь. То есть и мирные раненые нашего района, понятно, тоже все здесь. То есть текстильщик наш злополучный. Изначально все были привезены сюда и скорой, и мирным населением, которые оказывали помощь, а в дальнейшем уже сортированы по травмам. Непосредственно нейрохирургия, абдоминальная и так далее и тому подобное. Безусловно, такая колоссальная работа не могла бы состояться без помощи. И если в самые первые поездки тратилось колоссальное количество сил и ресурсов на такую доставку гуманитарных грузов, то со временем нерюнгринские волонтеры нашли очень сильную поддержку своей деятельности. Начну с того, что я участник волонтерского движения, всероссийского волонтерского движения «Первая помощь». Мы базируемся в Ростове-на-Дону. Основная группа началась именно с Ростова и Магадана. Далее к нам присоединились волонтеры со всей страны, так как мы достаточно близко к линии фронта и достаточно часто ездим, отвозим ребятам, помогаем какую-то помощь. Наша задача – это обеспечение госпиталей, бойцов, ну и мирных жителей, конечно, тоже в зоне СВО. Сотрудничаем мы не только с Нерюнгринским районом и Зовом Севером, мы сотрудничаем со многими волонтерами по всей России, в том числе, если говорить про Якутию, то это Алекминский район, группа «Свои». И, в принципе, охватываем действительно всю Россию. У нас волонтеры есть как и в Магадане, в Москве, Ханты-Мансийске, абсолютно во всех городах практически. Мы очень тесно сотрудничаем действительно, да, с Зовом Севера, потому что мы делаем одно дело, мы часто вместе ездим в поездки в зону СВО, как и сейчас мы возвращаемся как раз с такой очередной поездки. Ездили в медбаты, к бойцам, в госпиталь заезжали. В принципе, как мы называемся, на самом деле не имеет никакого значения. Зов Севера, мы своих не бросаем, первая помощь. Мы делаем одно дело, и у нас одна цель, одни задачи, поэтому мы очень активно дружим, очень много делаем вместе. Ну, то есть, если там, Зов Севера делает супы, то мы к этим сухие супы, то мы к этим супам добавляем сухарики, которые делают в нашем движении первой помощи, и отвозим все это вместе. Ну, то есть мы друг друга дополняем, друг другу помогаем. Если нужно бойцу из Якутии, неважно на самом деле откуда боец, и просят волонтеры с другого региона, то, конечно, мы поедем к этому бойцу, проведаем его, если это надо, в госпитале, отвезем гуманитарную помощь, съездим в госпиталь. То есть у нас, повторюсь, то, что как мы называемся, действительно не имеет значения, потому что
Ну, мы, по сути, одна большая дружная команда, выполняющая одни и те же функции. Окопные свечи, сухие души, индивидуальные перевязочные пакеты, маскировочные нашлемники, антидроновые одеяла, пятиточечники, балаклавы, носки, пояса из собачьей шерсти, ампульницы, составляющие к дронам и сами дроны, маскировочные сети и, конечно, продукты. Все это с огромной благодарностью от волонтеров Нерюнгринского района получают бойцы в зоне СВО. Ваши борцы здесь, на фронте, первое место заняли. Вкусняшки. Абсолютно. Вначале думали, открывали, что это такое, смеялись, а когда попробовали, о, вкуснятина. Потом окопные свечи, девчата, очень нужные. Потому что когда у солдата закончилось газ или же сухое горючее, так мы спохватились. Раньше их мы в блиндажах оставляли, а потом все скопали и нашли. На них можно чай вскипятить, воду нагреть, да и вообще очень полезные штуки. Спасибо, девчата. Спасибо вам за помощь фронту. Так что борщи Да. успехом пользуются у вас. Вообще абсолютно. Со всех краев все перепробовали, говорят, вообще якутяне молодцы. Каши пробовали? А что все? Ну, кстати, мы где-то разного вида, где-то десяток штук получили. Даже дети отправляют. Школьники. Спасибо вам. Большой привет с фронта. Раиса со своей командой приехала ко мне, передала ваш подарок. Это прибор ночного видения. При вас я его распакую. Так, сам прибор. Увеличительная линза. Крепление на каску. Второе крепление на каску. Большое вам еще раз спасибо. Победа будет за нами. Девчата и все, кто помогает нам, спасибо вам большое за помощь. Вы дороги, мы всегда помним о вас. Главное, чтобы вы про нас не забывали. Давайте удачи вам, здоровья, всего наилучшего. Спасибо за все. Большая благодарность всем землякам, всем участвующим в таком добром деле. Группе Возрождения, Зов Севера. Ребят, огромное спасибо. С вами победим быстрее. Фронт и тыл единый, непобедим. Ура! Ура! Дорогие жители нашей большой республики Саха, получил вот от вас посылочки. В данной погоде, как вы видите, они очень как раз кстати. Большое спасибо лично Раисе, представительнице или волонтеру Зова Севера. Без вас нам было бы намного тяжелее. Большое спасибо за ваши подарки, за вашу помощь, за ваши молитвы. Победа будет за нами. Всем привет! Охота выразить благодарность благотворительному фонду Зов Севера за предоставленный данный девайс, беспилотный аппарат, который не раз уже помог ребятам продвинуться вперед. И еще раз мы продвинемся на один шаг ближе к победе. Спасибо большое. Победа за нами. Начиная с апреля прошлого года в Нерюнгринском районе ведет свою деятельность волонтерское движение группы предпринимателей «Возрождение». На данный момент в группе состоит более 70 предпринимателей, которые активно помогают нашим бойцам и откликаются на каждый призыв, как движение «Зов Севера», так и на прямые запросы земляков, находящихся на СВО. Получили гуманитарку из города Нерюнгри от группы «Возрождение», как и заказывали. Привезли очень быстро, даже месяца не прошло. Привезли лично сюда. Хочу показать, что нам привезли и что нам купила группа Возрождения. Это вот бафолтовские пояса качественные. Защита от осколков. Просто такое мало у кого есть, в армии такое вообще не выдают. Вот она, защита специальная. Это не QR, конечно, но я забыл, как она называется, честно. Но хорошая вещь, очень дорогая. Подсумки, под автоматы, как и заказывали, под гранатники, сбросовые подсумок, аптечка, арамидовская каска,
с хорошим креплением, как мы и просили их заказать. Тоже это очень тяжело здесь достать. Она, во-первых, дорогая, ну и дефицитная. В конечном итоге мы сперва на первом этапе начали сами искать ребят СВО, именно наших нюрнбергцев, узнавать, что им нужно. Ну и в конечном итоге так и начали работать. Первая наша заявка была это обмундирование, то есть это получается каски кевларовые, шлема, разгрузки, потом квадроцикл и квадрокоптер. Квадроцикл у нас просили, это разведка, ребята. Ну и все, начали обрабатывать логистику, смотреть, где получше, по техническим свойствам приобрели. Разведка потом нас поблагодарила, говорят, что около 30 тяжело раненых ребят было вывезено на этом именно квадроцикле. Ну, здесь уже, соответственно, поняли, что не занимаемся именно нужным делом, потому что даже одна спасенная жизнь, это уже значит, что мы провели большую работу, я считаю, потому что жизнь человеческая – это бесценно. За время работы движением «Возрождение» было отработано более 20 крупных заявок с фронта на сумму более 15 миллионов рублей. Среди доставленного бойцам еще 2 квадроцикла, антидроновая установка на танк, несколько автомобилей УАЗ, дроны, тепловизоры и многое-многое другое. Доброго времени суток. Хочется передать большие слова благодарности организации «Зов Севера», а также предприятию «Золотой регион» и его директору Сарандаеву Сергею Петровичу за предоставленный автомобиль для выполнения служебных боевых задач, а также Семенову Евгению Петровичу, который ее привел в чувство, отремонтировал, и Шестакова Германа Сергеевича, который оплатил ее доставку по ЖД до нас из Якутии. Большое вам спасибо. Победа будет за нами. От лица бойцов 217-й парашютно-десантного полка Ивановского, самого лучшего в мире, вторая отдельная штурмовая рота, выражаем большую благодарность за перегон, за все возрождение «Зов Севера». Спасибо вам за эти все подарки, за все посылки. Отдельно спасибо хочу сказать Раисе Арцимику Сергею. Молодцы, вы все молодцы, победим! Специальная военная операция, в которой принимают участие бойцы, дело очень тяжелое. Они каждую минуту рискуют своей жизнью. И самое приятное в такой обстановке – это получить добрую весточку из мирной жизни. Письма согревают бойцам душу, поддерживают в трудную минуту и говорят о том, что о них помнят и ждут возвращения живыми и с победой. Ну а когда тебе пишет ребенок, такие письма читаются с особым чувством. Солдаты эти письма читают и перечитывают, делятся ими друг с другом и берегут их. Здравствуй, незнакомый солдат. Я тебя не знаю, но восхищаюсь. Твоя служба, твоя нелегка, но очень важна для нашей страны. Пусть удача сопровождает тебя до самой победы. Поскорей возвращайся домой к своим родным и близким. Ученик или ученица Б-класса Лиана М. С одним письмом юного жителя Нерюнгри произошла целая история, которая разлетелась среди бойцов с улыбкой и пересказывается до сих пор. Дорогие солдаты, я желаю вам победы, чтобы вы вернулись к своей семье и хорошо поели. Надеюсь, вы все, кто читает это письмо, выжили. Думаю, вы не мытые уже год или 2 года. Но наш класс, 3 Б, отправляем вам лекарства, еду, но еще и мыло, чтобы вы помылись. Выиграйте эту войну, и чтобы Россия и Украина помирились вновь. Вместе с этим письмом на фронт была отправлена походная баня. И ответ от бойцов с передовой не заставил себя долго ждать. Автор письма получил самый настоящий видеоотчет. Вот такая вот у нас тут баня. Тут у нас зеркало, чтобы побриться. Вот тут шампунь, мыло, станки, снова шампунь.
еще какой-то шампунь, там гель для бритья и снова шампунь. Приходка чья-то. Пока что тут это не облагорожено все. Печка у нас есть. Какая-то, правда, уже попользована немного, не такая уже красивая. Вот. Тазики там. В общем, да, теперь мы уже мытые. Все-таки 2 года не мылись. Нужно и как бы меру знать. Сегодня такое время, когда нельзя оставаться в стороне от происходящего. Для участников специальной военной операции и волонтеров очень важна поддержка их родных, друзей и земляков. Даже самая, на первый взгляд, незначительная. Ну, на самом деле, помощь может быть любой, от финансовой, даже 100 рублей в данном случае очень многое решают. На 100 рублей можно купить и парафин для свечей окопных, которые всегда согреют солдата. Даже простые стельки, перчатки – это огромная помощь, потому что это все расходные материалы. Если человек думает, что он ничего не умеет, от него помощи никакой, это тоже несколько заблуждения, потому что помощь нужна самая разнообразная. Это не обязательно делать свечи или шить какие-то матрасики, что тоже необходимо. Всегда нужна помощь и в штабе, в любом волонтерском штабе нужна помощь. Это фасовка, упаковка, это перемещение гуманитарных грузов. Вот какая-то, да даже элементарно песней можно поддержать, прийти в волонтерский штаб и во время активной работы там сыграть на гитаре. Это тоже очень сильно подбадривает волонтеров, помогает им. Связать носочки дома, если человек умеет там принести, это очень нужно. Ну, скажем так, от каждого по способностям. Нету такого, что мы делаем только какую-то одну вещь и все ее делают только те, кто умеет это. Нет, люди приходят совершенно разные, разных профессий, разных возрастов, у всех разные умения и способности, и все всегда находят себе занятия. Волонтерство — это, скажем так, достаточно увлекательно, это весело и много новых друзей, я бы сказал, вот именно так. Вклад волонтеров очень весом, очень, потому что волонтеры — это те люди, которые не применены какими-то ГОСТами, какими-то бюрократическими проволочками. Если фронту нужно тепло, то волонтеры думают очень быстро. Мы начинаем лить свечи. Если бойцу нужно негде помыться, что действительно проблема, мы очень быстро организовываем производство сухих душей. Мы разработали сейчас, говорю это про волонтеров всей страны, мы разработали совершенно разные маскировочные сети для разного предназначения. Мы очень быстро перестраиваемся с одного сезона на другой. То есть осенью мы плетем осень, зимой мы плетем, соответственно, зиму, разные цвета. И без волонтеров, это лично мое мнение, конечно, было бы намного ребятам сложнее, потому что мы более оперативные и, наверное, более оперативные. Волонтерская работа находит самые теплые отзывы в сердцах бойцов. Ведь главное понимать, что о тебе помнят и заботятся. Волонтерам шлют самые искренние слова и благодарность за их работу. И даже посвящают стихи. Например, это, написанное бойцом из Нерюнгринского района, находящимся на лечении в госпитале после ранения. Лежу в палате. Снова мне не спится. Решил всего 2 строчки написать. Но в строчке это все не уместится. И я решил, что буду продолжать. Мои стихи не повод восхищения. Они как крики тысячи ребят, которые сегодня где-то находятся под взрывами гранат. Я был там, знаю, как им сложно. Лежать, не зная, что их кто-то ждет. А ваша помощь, как надежда. Бойцам здоровье, мощи придает. Вы те, кто в трудную минуту не убежали за бугор. Берете деньги, деток поздравления. Порой насмешки, слушая в укор. Мол, все себе, а не ребятам. Отчет нам срочно предоставь. А кто бы сам решил солдатам с такой заботой помогать?
Я думаю, что многим неизвестно, как сложно достучаться до сердец. И многие отчет потом попросят за самый мелкий в пачке леденец. А те, кто в это время помогает, любовь свою оставили в вещах. Трусах, носках, перчатках, шапках, которые надеты на парнях. С каждым днем все больше и больше жителей Нерюнгринского района присоединяются к волонтерским движениям, прекрасно понимая, что никто из нас в эти дни не может оставаться в стороне. Мы вместе.